Абай Кунанбаев – поэт, просветитель и философ, основоположник новой казахской национальной письменной литературы и казахского литературного языка. Родился в Чекинских горах Семипалатинской области в семье старшины табыктинского рода Кунанбая. Получил первоначальное домашнее образование у муллы, затем был направлен в медресе Семипалатинского имаха Ахмед Резы. Обучаясь в медресе, параллельно посещал русскую школу. Владел арабскими, персидскими и другими восточными языками. Читал в оригинале произведения классиков Востока Навои, Фирдоуси, Низами, Саади, Джами, Хафиза, Сайхали. Не закончив изучение в городе, по наставлению отца возвращается в аул, где начинает вникать в судебную службу и будущую административную деятельность главы рода. Постигает приемы ведения словесных состязаний, где оружием служило отточенное красноречие, остроумие и находчивость. Часто идет вразрез с интересами и стремлениями Кунанбая, вынося справедливые и беспристрастные решения. Все остальные 20 лет жизни прошли в содержательном творческом, поэтической деятельности. В середине 70-х годов возобновляет изучение русского языка и классиков русской литературы – Пушкина, Лермонтова, Крылова, Толстого, Салтыкова, Щедрина, Тургенева, Достоевского. Знакомство с русскими политическими сильными Михаэлисом, Долгополовым, Гроссом сформирует его прогрессивные взгляды. Абай был носителем всего нового, стоял на голову выше той среды, которая его породила. В поэтических произведениях, созданных в 1882-1886 годах, обращается к социально-общественным моральным проблемам казахского народа. Призывал казахов выйти на верный путь цивилизованного развития. Стремление к прогрессивному развитию общества, где человека возвышает разум, наука, воля, является одним из главных направлений всего творчества Абая. Расценивал труд как единственный путь к богатству и изобилию общества. Скрывал антагонистические противоречия между народом и господствующей верхушкой. Противостоял против межродовых расприй. Критиковал тщеславие и феодальные нравы общества. Отношение к ярым поборникам мусульманской религии у Абая было явно и пренебрежительное. Видя, что среди них многие не знают даже намаза, не говоря о других тонкостях религии, Абай писал: «Я думаю, что нельзя назвать казахов истинными мусульманами». В вопросах управления придерживался демократических позиций. Считал, что на должность правителей должны избираться люди, честные и заинтересованные в деятельности на благо народа. Найти пути решения противоречий между правителями и интересами большинства народных масс не сумел. Абай не мог до конца выяснить, какова же взаимозависимость общества от закона и личности. Пути улучшения жизни народа видел прежде всего в изменении экономической основы общества. Прогрессивное развитие казахов он неразрывно связывал с развитием земледелия, ремесла и торговли. Основную силу, способную преодолеть невежество, видел в науке и просвещении. Признавая необходимость мира, взаимопонимания для всех народов, считал, что только при этих условиях могут в полную меру развиваться основные движения силы общества – наука, передовые идеи, культура и настанет всенародное благоденствие. Мечта о всенародном благоденствии оставалась на уровне просветителей своего времени, считая, что в первую очередь просвещение и наука способны изменить общественный строй. Впервые в казахстанской литературе создан поэтические произведения о назначении поэта и поэзии. Соединял элементы пейзажной, любовной лирики и философскими обобщениями и просветительно-гуманистическими идеями. Художественное новаторство Абая проявлялось в обновлении тематики, содержания поэзии. Многие стихи в формате лирического монологов Айтым Салем Каламкас воспевал женщину, мать как опору семьи, отрицал калым, многоженство, боролся за равноправие женщины в казахском обществе. В стихотворении «Козымның карасы» «Кызарып сурланып, хыжықтың тілі тылсым тыл» показана сила любви, красота женщины. В 1887 году им написаны поэмы «Искандер», «Мазгут», «Сказания об Азиме». Их сюжеты построены на переосмысленных мотивах восточной классической литературы.
Значительным вкладом Абая в развитие художественной прозы и общественной мысли явились слова назидания. Содержание книги состоит из 45 слов назиданий, многообразных по тематике. Важную роль эти заветы сыграли в преображении молодежи духовным истоком народной мудрости. Центральная идея слов назидания – вера в торжество гуманических идеалов и безграничные возможности родного народа. Органическая часть творчества Абая – переводы на казахский язык произведений русских классиков, около 50 переводов из произведений Пушкина, Лермонтова, Крылова. С особым вдохновением Абай работал над переводами отрывков из поэмы Пушкин Евгений Онегин, письмо Татьяны, ответ Онегина, слово Ленского. Превосходным образцом литературного перевода стали стихотворения Лермонтова «Дума», «Кинжал», «Парус», «Утес», «Выхожу один на дорогу». В переводах басен Крылова «Пестрые овцы», «Ворона и вороненок», «Стрекоза и муравей», «Дуб и трость». Сохранить их обличительную силу, в тонко передать выразительность и простоту языка. Метод вольного перевода позволил поэту творчески подойти к лучшим произведениям литературы и передать их восприятие казахского народа. При жизни Абая были опубликованы лишь несколько стихотворений. В Петербурге был издан сборник под названием «Стихи казахского поэта Ибрагима Кунанбаева» тиражом 1000 экземпляров. Музыкальное наследие Абая занимает особенное место в истории казахского национального искусства. Абай прекрасно знал песни и кюю, высоко ценил песни народов-композиторов Биржан Сала, Акана Сиры, Татимбета, Жаяу, Мусы и других. Музыкальный дар поэта нашел свое отражение в лирических песнях. Песни «Айтым Салем», «Каламкас», «Кор болды жаным», «Ата-анага кос куаныш», «Татьянанын хаты» и другие ввели народное песенное творчество, новые мелодичные ритмы, формы и размеры, новые принципы использования художественных выразительных средств языка. Абай проявлял интерес и к песням русского народа, романсу, вокальному творческому русскому композиторов Глинки, Алябьева, Варламова, Гурилева, Рубинштейна. В творчестве Абая имеется цикл песен, созданных на основе стихов, переведенных с русского языка. На стихи Абая писали песни и романсы композиторы Тулебаев, Мухамеджанов, Жубанова, Кайшибаев, Тлендиев и другие. Литературно-эстетическое наследие Абая – национальная гордость казахского народа. Традиции Абая в своих литературном творчестве развивали Кудайбердыев, Тарайгыров, Жумабаев, Данинтаев. На наследие Абая воспитаны классики казахской литературы – Аузов, Сейфуллин, Мусрепов, Муканов, Мустафин, Тажибаев, Аманжолов, Жароков. Образ выдающего поэта-просветителя запечатлен в произведениях литературы, музыки, изобразительного искусства. Его жизнь и творчество вдохновили Аузова на создание романа-эпопеи в 2 книгах «Абай» и «Абай-жолы». Труд Абая переведен на многие языки мира, среди которых русский, китайский, французский и другие. В память об Абае учреждена Государственная премия Казахстана в области литературы. В честь Абая названы город, административные центры, улицы, театры, библиотеки и другие объекты на территории республики. Именем Абаем названы Казахский государственный академический театр оперы и балета, Казахский национальный педагогический университет в городе Алматы, центральные проспекты городов Казахстана, пик в отроге хребта Але-Алатау. В заключение нашего литературного вечера хотелось бы прочитать одно из стихотворений автора. «Пусть хвалят люди, верить не резон. Ты жди подвоха, если вознесен. Поверь в себя, тебе помогут дружно твой труд и ум твой, взявшись с 2 сторон. Доверчивость – залог грядущих бред. Зачем похвал пустопорожних бред? С обманутыми вместе сам обманут. За призраком тебе ли мчать вослед? Будь в горе стойким, закали свой дух. К соблазнам, что сомнительны, будь глух. Уйди в себя, достигни сути в сердце. Там истина, которой нет вокруг».